оттачивать технику, побороться от души, увидит вот это все. В Ингушетии прошел всероссийский турнир по дзюдо памяти мастера спорта международного класса Магомеда Парчиева. До конца праздников, потому что к 9 мая это еще больше усилить внимание и работать, продолжать работать. Нарушений общественной безопасности зафиксировано не было. Проведение мероприятий 1 мая обсудили у главы региона. До парада Великой Победы, который пройдет 9 мая, осталось ровно 6 дней. Приподнятый дух и троекратное ура! В Магасе на площади Алания прошла репетиция парада к 73-й годовщине Великой Победы. Мы здесь на земле не для того, чтобы наслаждаться благами природы, а чтобы еще и помогать природе цвести и жить. Расти деревце большое-пребольшое. Во дворе реабилитационного центра прошла акция «Ангел природы». Пальчики оближешь от произведения их кулинарного искусства. Сегодня все кондитеры отмечают свой профессиональный праздник. Здравствуйте, это новости 24. Глава Ингушетии Юнусбек Евкуров принял участие в торжественной церемонии открытия всероссийского турнира по дзюдо среди мужчин памяти мастера спорта международного класса, двукратного чемпиона СССР, чемпиона Европы Магомеда Парчиева. В престижных соревнованиях приняли участие 200 спортсменов из 9 регионов страны. Ингушетию на этих соревнованиях представляли 50 дзюдоистов, среди них Вахид Даурбеков, Исмаил Чесыгов, Сулейман Вышегуров, Зелимхан Аздоев, Муса Кадзоев, Акбар Байсагуров, Адам Барахоев и олимпийский чемпион Хасан Халмурзаев. Глава региона поприветствовал всех участников и пожелал всем успешного выступления. Обо всем подробно расскажет Тамерлан Хамхоев. Мастера спорта международного класса, чемпионы России и Европы и призеры самых разных всероссийских и международных состязаний. Ингушетия собрала сегодня элиту российского дзюдо. Проводить схватки в специализированном зале дзюдо, построенном в честь победы Хасана Халмурзаева на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро почти 2 года назад, очень символично. Здесь участвуют спортсмены, не только начинающие путь к спортивному Олимпу, но и уже опытные звезды мирового дзюдо. В числе последних и Исмаил Чесыгов, победитель Кубка Европы и призер чемпионата России. Исмаил и сегодняшний соревновательный день начал с убедительной победы. Выступать здесь 66, 73 таурса. Физика, хама, 73 борщ. Нельзя хама чуабы. Эти халу персат, как шталдиш дарыскис халу персат. Дальнейшем аттаху сват боростич. Ну если раз отстоять теор сват хамсидиш. Подорот хам бросок течь. Кот молится. Да, момент они не очень. Досрочно котла. В турнире принимает участие более 100 спортсменов со всей России. Разумеется, в основном здесь представлены выходцы из северокавказских республик. Продемонстрировать хороший уровень подготовки ингушских дзюдоистов и доказать, что наша республика может принимать турниры любого масштаба – вот задача, которая стоит перед организаторами соревнований. По словам главного судьи турнира, все складывается очень удачно. Спортсмены показывают отличный результат. Дзюдо – это же олимпийские чемпионы Хасан Халмурзаев и Бесан Мудраев, которые с Кавказа. Им интересно, поэтому многие приехали тоже посмотреть, побороться, почувствовать. И состав очень хороший. Мастерские турниры, они, конечно, да, для выполнения мастеров спорта. А здесь именно вот оттачивать технику, побороться от души, увидит вот это все. Здесь ничего такого нету, вот, чтобы отдавать кому-то схватку, чтобы выполнить мастер спорта, не секрет это. Но тем не менее здесь ребята сражаются, бьются и показывают класс. Тем временем на татами продолжаются схватки. Всего в рамках турнира спортсменам предстоит оспорить право быть первым в 7 весовых категориях. Поединки проходят на 3 коврах одновременно. Так и для глаза зрителей приятная зрелищность добавляется. Каждый удачный прием зрители встречают овациями. Дзюдо – это вид спорта, где расслабляться нельзя ни на минуту. Это доказал своим поединком Магомед Расул Рамазанов. Уступая по ходу схватки сопернику, на последних секундах он вырвал победу. Это была заготовка, как признается спортсмен. Я всегда старался во время схватки отключить его именно правую руку, но мне не удавалось все это время сделать. Я боролся за левую и хотел перехитрить его. Взял отворот,
и взял всю корону, правую ручку. И оттуда уже само пошло. Это, я, честно сказать, первый раз принимаю здесь участие. Очень хороший турнир, высококлассный. Уровень подготовки высокий. Ингушетию на соревнованиях представляют порядка 50 дзюдоистов. Вообще у наших спортсменов в этом виде спорта большие перспективы, как уверяют тренеры. И проведение таких турниров идет ребятам, несомненно, только на пользу. Около 10 чемпионов России только участвуют на этом турнире. Победители гран-при, больших шлемов, призеры мира, Европы. По составу очень сильный турнир. Я даже не думал, что такой состав может приехать к нам на турнир. Для развития и значимости нашей республики, вы знаете, на каком высоком уровне находится дзюдо сегодня в республике, потому зависимо от того, и к нам приехали эти участники, потому что у нас на самом высоком уровне дзюдо. Что касается гостей, Дагестан представили на турнире 15 ребят. Все они имеют достаточно неплохие шансы завоевать золото в своих весовых категориях, уверены тренеры. Ну а статус соревнования и его организация может вызывать только восхищение, по словам гостей. На сегодняшний день, я же говорю, турнир, то, что проходит на сегодняшний день, очень серьезный турнир. В том плане, то, что здесь ребята выступают очень многие. Даже олимпийский чемпион Хасан Халмурзаев борется, там другие чемпионы России, ребята, чемпион Европы. Так что турнир, думаю, очень удачный турнир. Вот таких турниров почаще, побольше проводить бы нам. Было бы хорошо. В рамках соревнований на татами должен выйти также и еще один наш земляк, олимпийский чемпион Хасан Халмурзаев. Он уже становился победителем этого турнира и в этот раз попробует закрепить успех в зале, построенном специально в его честь. Все самое интересное впереди. Болеем за наших. Тамерлан Хамхоев, Рахман Цуров, Новости 24. По результатам турнира по дзюдо победителями стали Акбар Байсангуров в весовой категории 73 кг, Сулейман Вышегуров 81 кг и Хасан Халмурзаев 90 кг. Муса Кадзоев, Амир Яндиев, Адам Барахоев взяли бронзу. Участникам, занявшим призовые места в каждой весовой категории, наградили дипломами, медалями и денежными призами. Юнусбек Евкуров провел в Магасе рабочую встречу с управляющим делами членом правления группы компаний «Спортмастер» Сергеем Агибаловым. Стороны обсудили вопросы сотрудничества и взаимодействия компании с регионом, а также оказания дальнейшей поддержки Комитету по делам молодежи республики в формировании здорового образа жизни. К 25-летию республики «Спортмастер» оборудовал в 10 населенных пунктах региона спортивные площадки для занятий спортом на свежем воздухе. По словам главы республики, эти объекты пользуются большим успехом у населения и особенно у молодежи. Отдельно Юнусбек Евкуров поблагодарил Сергея Агибалова за подаренную в начале нового тренировочного сезона экипировку в количестве 100 штук хоккейному клубу Ингушетии «Эрзи». На встрече также обсуждался вопрос о возможном открытии магазина сети «Спортмастер» в Ингушетии. По словам главы региона, в республике сейчас идет строительство крупного торгового центра, где компания могла бы определиться с помещением. Великолепные площадки, которые там в республике уже ряд уже построены, стоят за такую помощь гуманитарную, потому что это все-таки вклад в развитие спорта республики, в том числе и развитие нашей молодежи. Поэтому спасибо огромное. Во-первых, процентов, если смотреть по федеральной трассе, когда такие объекты ставят, ну, процентов 60 или 40, там, или там, ну, большой процент это не местные, а проезжающие. Они всегда заезжают. Тем более, когда уже знают, что есть такой там магазин. Ну и второе, для местных тоже. Готовая площадка есть, вам строить отдельное здание не надо, вам выгодно. Да. В Ингушетии мероприятия, посвященные майским праздникам, прошли спокойно. Нарушений общественной безопасности зафиксировано не было. Об этом главу республики Юнусбека Евкурова в ходе совещания проинформировал заместитель министра, начальник полиции МВД по региону Рашид Хидиров и секретарь Совета безопасности Ахмед Зейтов. Как сообщил Хидиров, к реализации мер по обеспечению безопасности было привлечено 350 служащих из личного состава МВД республики. В честь 1 мая в Назране состоялся праздничный концерт, народные гуляния, выставки художников и мастеров декоративно-прикладного искусства. Юнусбек Евкуров поблагодарил за успешную работу по обеспечению общественного порядка. Начальник полиции МВД по Ингушетии также доложил о планах работы ведомства в период празднования Дня Победы. По его словам, сотрудники правоохранительных органов готовятся к участию в параде по случаю 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, а также к реализации комплекса организационных и оперативно-профилактических мероприятий, направленных на обеспечение правопорядка и общественной безопасности.
В целом и по ЧС, и по органам правопорядка у нас усиленный режим работы. Значит, он активно реализуется, программой и проектом, и сам режим работы. Поэтому всем спасибо. Надо сейчас держать этот режим и до конца праздников, там, 9 мая, это еще больше усилить внимание и работать, продолжать работать. Ну, кстати, репетиция парада к 73-й годовщине Великой Победы сегодня прошла в Магасе на площади Алания. Парадные расчеты МВД России, военнослужащие Троицкого гарнизона, лучшие приставы республики и, разумеется, кадеты Горского кадетского корпуса. Все они покажут класс 9 мая. На подмогу им запустят, образно говоря, тяжелую артиллерию. Продемонстрируют военную технику. Ирина Цичуева подробно. Под звуки военного оркестра шаг за шагом они идут, не замыкая строй. И это не просто марш, а настоящее чувство патриотизма и гордости за великую державу, которую по праву нам заслужили наши деды и прадеды в Великой Отечественной войне. Знамя победы несут отличники службы, старший лейтенант Сидоров. Военные с самого утра оттачивают марш. Здесь важно все. Осанка, ровные шаги и даже дистанция за ними. На площади парадные расчеты МВД России, военнослужащие Троицкого гарнизона, лучшие приставы республики. Разумеется, кадеты Горского кадетского корпуса. Ахмед Майсагов в главном военном параде республики примет участие уже во второй раз. Волнуется, но гордость перебивает все эмоции. Я волнуюсь перед участием в параде, но мы стараемся пройти хорошо, и я смотрю на старших и учусь. Скажи, а кем мечтаешь ты стать после того, как закончишь кадетский корпус? Генерал. Здесь важно участие каждого, независимо от звезд до погонах и должностных обязанностей. Парад значит намного больше, чем многие думают. Ведь первый после Великой Победы прошел в Москве 24 июня 1945 года. В нем приняли участие все военные подразделения страны, а воздушная часть была отменена из-за сильного ливня. Пройти с гордо поднятой головой 9 мая нашим военнослужащим – дело чести. Все участники парада стараются показать свои лучшие качества. Тренируются, оттачивают свое мастерство. Уже ставшего традиционным голосом парада в республике Мухаммеда Тачиева переполняют эмоции и гордость. Его называют ингушским левитаном за необычный тембр голоса. 9 мая он вновь будет озвучивать военные достижения региона. Гордость, конечно, переполняет. У меня родственники, очень много родственников, которые являются ветеранами Великой Отечественной войны, которые защищали нашу страну. И, конечно, и в памяти и проплывают все эти лица перед глазами. Глава Ингушетии посетил репетицию парада. Юнус Бекевкуров высказал свои пожелания командирам подразделения. Ну а помимо военнослужащих на проспекте Зязикова 9 мая выступит и военная техника республики. Но ее репетиция осталась за кадром, чтобы не раскрывать всех секретов. Ну а до парада Великой Победы, который пройдет 9 мая, осталось ровно 6 дней. Ну а генеральная репетиция здесь пройдет 7 мая. Ирина Цичуева, Адам Далаков, Новости 24. Тем временем повсеместно проходит акция «Георгиевская ленточка», уже ставшая традиционной. В преддверии 9 мая главный атрибут Дня Победы повязывают на зеркала и антенны автомобиля, а также прикалывают к одежде. Напомним, впервые акция прошла в 2005 году, в год 60-летия Победы. Сегодня она прошла в Магасе. Волонтеры вручили символ военной славы каждому водителю, демонстрируя свое уважение к воинам, сражавшимся за Отечество, и всенародную гордость за Великую Победу. С каждым годом эта акция приобретает все более масштабный характер, причем главное участие в ней принимает молодежь. В преддверии празднования 9 мая администрация города Магас вместе с волонтерами гимназии «Марем» провели акцию «Георгиевская ленточка». Мы хотели напомнить водителям о приближающейся дате 9 мая и поздравить всех жителей с этим великим праздником. Мы продолжаем рассказывать историю жизни бравых защитников Родины. Ветеран Великой Отечественной Али Халухаев начал свой боевой путь в 141-м стрелковом полку на западе Украины. Он был в плену, бежал от смерти, ушел в партизаны и стал начальником охраны немецких военнопленных в Украине и Белоруссии. С родственниками солдата 40-х пообщалась Хади Добреева. Мне самое дороже эта комната, чем любой двухэтажный дом. Почему? Потому что он тут проживал, тут он спал.
Та же кровать, тот же ковер и дом, что строил сам ветеран. Здесь почти ничего не изменилось за последние 40 лет, говорит Исраил. Об отце напоминает каждый уголок комнаты. Неугасающий взгляд из прошлого с портрета смотрит все так же проникновенно. Али Халухаев ушел на фронт на второй день войны. Ему тогда было 25. Служба началась в 141-м стрелковом полку на западе Украины. В одном из боев с неприятелем красноармейцы попали в засаду. Белые поляки, немцы узнахам. Царь захватить ганта. Я кашаш хамал ля царь сарай, деревянный сарай ардакадя. Анц чебеха. И начали солому подносить. И тут описывается журнал ТДС. Ардак дигди без этого, без ручки, кордя, сарайчур. Остеха, часовой, давяка. Долдвей дергиш элч, хабах бахабас вуш. Дуадет дувехати, яко воду. После побега бойцы долго скитались по лесам. Днем прятались в домах местных жителей, которые и помогли солдатам примкнуть к знаменитому партизанскому отряду Сидора Ковпака. Дважды герои Советского Союза. Партизаны не давали житья гитлеровцам. Нападали на отряды, пускали под откос поезда с оружием, техникой и провиантом. Халухаев, Пеблантон и Митривали – 3 лучших друга. Это фото сделано в городе Львов в 44-м. Исраил вспоминает, с какой теплотой отец отзывался о своих товарищах. Считал их братьями. Те, в свою очередь, называли командира батей. Постоянно Санхан Бэш. И отец всегда вспоминал о них. И награждать Тешхана. Задания, да, построения, выводили их постоянно цан разведки лилось, награждать. Отец царь, командир хану. В партизанском отряде Али воевал до 44-го, о высылке ингушей в Казахстан узнал там же. Его вызвали в штаб и поставили перед выбором. Хочешь воевать – меняй имя. Так Али стал Алексеем. Несколько фотографий, военный билет и боевая характеристика. Родные кропотливо собирали и все вырезки из газет и журналов, в которых не раз писали о подвигах нерусского Алексея. Али, армия, 23 июня 1941 год. Еще одной семейной реликвии уже 85 лет. Записную книжку дяди старшего брата Али племянник Абу-Язид бережет как зеницу ока. В ней арабскими иероглифами выведены все значимые события, происходившие в большой семье Халухаевых. Хану. Осман Яхар, Брестские крепости. Шиёхка жиёха, цигичяхкавы. Замауы. В 40-м году армии бегал. Последние 2 года на службе с 44 по 46 Али Халухаев был начальником охраны немецких военнопленных во Львове и в Белоруссии. Немцев заставляли восстанавливать разрушенные города, здания, железнодорожные пути. К этому времени семья уже получила весточку, что Али пал смертью храбрых. С родными он воссоединился только в 46-м. Подорваться дяхан царь. На лошадях тачанки, пулеметчик сзади и подорваться, да. Это половина этой лошади не было, говорит. Остались они живы. Он сам рассказывал, даже я помню это. Никогда я не думал, говорит, что у меня будет семья, и я вот так приеду, буду жить. Эта табличка теперь украшает въезд на новую улицу в селе. Еще одну назвать именем ветерана скоро планируют и в новом микрорайоне. Здесь не найдется ни одной семьи, в которой не знали бы имя и боевой путь ветерана, говорит Багаудин Ваделов. Но еще больше Али Халухаева уважали за мудрость и лидерские качества. Сам он помнит, как, будучи школьником, с нетерпением ждал гостя на уроках мужества. Готов был часами слушать военные истории. Даже помню его фотографии, которые он стоял в партизанском отряде, рядом с Ковпаком еще один, 3-й человек, их 3 стояло. Полностью шинели с автоматом, ППШ, я его помню, эту фотографию я помню. Это был очень вежливый, аккуратный человек.
Его уважали взрослые, его прислушивались. Он умер в 1974 году, 15 апреля. Как будто он вчера только ушел из жизни. Очень даже хорошее мнение. Я очень горжусь. Он очень был порядочным человеком. Гордятся мужественным дедом и внуки ветерана. Салих Алухай вновь готовится поднять черно-белый портрет нашествия бессмертного полка. Эту акцию в семье Халухаевых считают, просто не имеют права пропустить. Для меня, как для внука такого человека, такого дедушки, это большая честь. Я очень благодарю своего деда, то, что ему не была безразлична судьба нашей страны, нашей родины, нашей необъятной страны. И я с гордостью, с большой гордостью буду нести его среди бессмертного полка, буду все выше поднимать, сколько смогу. 9 мая рядом с Али Халухаевым, плечом к плечу, как и тогда, в 40-х, бессмертные и бесстрашные герои. Они вновь встанут в строй и пройдутся победным маршем. Хадя Добрива, Рамзан Миржоев, Новости 24. Сегодня исполнилось бы 136 лет выдающемуся ингушскому просветителю, политику, публицисту Весенгирею Джебагиеву. Первый председатель парламента горских народов Северного Кавказа и Ингушского национального совета. Он учился в Европе, окончил 2 высших учебных заведения – Рижский политехнический и Берлинский сельскохозяйственные институты. До революции занимал должность вице-директора земледелия России. 40 лет провел в эмиграции. Весенгирей Джебагиев написал множество статей о проблемах сельского хозяйства, Кавказе и исламе. Работал над проектом ингушской азбуки на арабской основе, но его главная книга «Русско-Кавказская война» после смерти автора вышла в Стамбуле на турецком языке. Сегодня Всемирный день свободы печати. Этот день провозгласила в 1993 году Генеральная ассамблея ООН. Он является ежегодным напоминанием международному сообществу о том, что свобода печати и свобода выражения мнений являются основными правами, закрепленными во Всеобщей декларации прав человека. Каждый год этот день посвящен определенной теме. Различными общественными организациями и журналистскими объединениями во многих странах проводятся различные массовые мероприятия, направленные на привлечение внимания властей и широкой общественности к проблемам свободы слова в СМИ. Искоренить зло, победив его идеологию. Профилактическая антиэкстремистская беседа с молодежью прошла в городе воинской славы. Религиозные деятели, работники администрации и горсовета встретились с учащимися 18-й школы. Тамерлан Хамхоев расскажет о содержании этого мероприятия. В актовом зале 18-й школы многолюдно. Это лишь одна из многочисленных встреч, которые проводятся в образовательном учреждении. Чума 21 века, терроризм и экстремизм добралась практически до каждого уголка земли. И противодействовать ему в наших с вами силах, уверяют религиозные деятели. ديك حمحدية محمدية أصحابية يتصلوا أقية دين بوستي هبير حد أو جمال بيجري ونيا متشع قشرة الأكتيف دي وصحيحات وأرحاديخش يبوه بيت عمود صبي وحمو خلص حما موش حما لورد صبي دي هنا ويدي هنا لا تجي بلجي خل بلجي خل يوين لا تجي. Сотрудники управления по делам религии, представители городской администрации, председатель комитета солдатских отцов Ингушетии – все они приехали в школу, чтобы побеседовать с ребятами, что такое настоящий газоват и почему некоторые псевдорелигиозные деятели пытаются ввести ребят в заблуждение, объясняет Алаудин Чапанов. ديال رازقي وخا يلزم اللي يحقوها تحمد أخوض جويتيس أنا قاعد سنة وازو تعود شغل مير سق ما وخش مشي تكيش قاستم ببيزوي مير سقوز يعودوا سقوز أنا قاعد سنة مير والله جودي بقون سنة شيء مير سق مش وده خوش بقون سو وازو تخطي خوش خان دل دل واج حنو أندر هجر وازو مالو هجر أندر ألج حويج مش تخوز هتسقوا شيء كوك باقش باقش بيج كوك باقش شو دي وده أول ما بيزي شو ده شيء أكيد حالف سوازتي والله وسقوا شيء ليه مير ليه يعود ليه. Религиозное, а также нравственное и военно-патриотическое воспитание связаны между собой. Кому, как не председателю комитета солдатских отцов, знать это? Руслан Сагов рассказал ребятам о таком важном направлении, как армия, и как она делает из юношей настоящих мужчин, защитников своей родины.
в том числе от класс, ну говоришь, дешево короче, военный музыч, а да, ждут, да, эти, швя баренки, сорталивые, что деш надо сейчас военный музыч. По всей России, начиная с Дальнего Востока, значит, кончая до Калининграда. Общая 196 метров, военный музыч. Эта встреча лишь одна из многих, что проводятся в городе воинской славы, и с каждым разом эффекта от них все больше и больше. По поручению главы республики мы в этом году, с Нового года, начали опять цикл встреч со школьниками, с молодежью нашего города. Значит, по одной основной теме, которая существует на сегодняшний момент, которая волнует всех, это недопущение вовлечения молодежи и детей, значит, уже старших классиков, экстремистские и террористические организации, и о духовно-нравственном и патриотическом воспитании подрастающего нашего поколения. Для ребят такая профилактическая беседа, несомненно, оказалась очень полезной. К нам сегодня приехали гости из Амагаса, Назрани. Мы очень рады этому. С нами провели очень познавательную беседу. Несмотря на то, что девушек касается это в меньшей степени, все равно и для ребят, и для нас это было очень полезно. И такие беседы тоже, как для профилактики, очень важны. Подводя итоги встречи, организаторы выразили надежду, что ребята узнали для себя массу полезного из этого мероприятия. Тамерлан Хамхоев, Майрбек Миржоев, Новости 24. В Магасе прошло заседание Конституционного суда республики по запросу Совета депутатов городского округа Сунжи. Заявитель оспаривает конституционность статьи 11 Устава муниципального образования сельского поселения Алкун Сунжинского района. Часть 1 этой статьи устанавливает, что выборы депутатов Алкунского сельского совета проводятся на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. Заявитель считает, что оспариваемая норма противоречит в части 2 статьи 7 и части 2 статьи 102 Конституции Ингушетии, порождая этим неопределенность, так как непонятно, по каким избирательным округам нужно проводить выборы. Дело рассматривалось коллегиально в составе председателя суда Аюпа Гагиева и еще 2 судей. На заседании приняли участие представители Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Ингушетия, а также представитель Сунжского районного совета депутатов. На заседании было принято решение о том, что решение по данному делу будет принято 10 мая, 15 часов в здании Конституционного суда Республики Ингушетия. 30 именных кленов высадили во дворе реабилитационного центра. Так в регионе присоединились к международному благотворительному фестивалю «Ангелы природы». Эта акция проходит в 10 регионах страны. Мероприятие организовано межрегиональным движением «Маяки дружбы» и управлением Росприроднадзора. Здесь же прошла выставка рисунков и работ декоративно-прикладного искусства. Завершилось все праздничным концертом. Репортаж Даны Плиевой. Хава Бокова вместе с другими воспитанниками реабилитационного центра решила посадить деревце породы клен, чтобы оставить о себе память. К тому же сажает девочка такие деревья еще и дома. Яблочные, грушевые, все. У тебя есть свое личное дерево? Да, 2. И как ты называешь, имена есть? Нет. Помогает Хаве сажать дерево один из волонтеров экодозора ИНГУ Милана Хамхоева. Девушка состоит в добровольческой организации совсем недавно и признается, что участие в подобной акции для нее большая радость. Мне очень приятно именно познакомиться с такими детьми, так как раньше я с ними не взаимодействовала никак. Сегодня я поняла, что они очень интересные, талантливые, умные, в принципе ничем от других детей не отличаются. И посмотрите, какие они милые просто. С ними очень интересно, они много знают. В рамках 3-го благотворительного фестиваля «Ангелы природы» во дворе реабилитационного центра посадят около 30 деревьев породы клен, и каждая будет носить имя воспитанника. Помогают в посадке работники Роспотребнадзора, заповедника РЗИ, РЦДО и других учреждений, участвующих в озеленении и защите природы нашей республики. Акция проходит в 10 регионах России, а именно на Северном Кавказе, Поволжье, Урале и Центральной России. В честь года добровольца волонтерами также могут стать и люди с ограниченными возможностями здоровья. Фестиваль направлен на то, чтобы показать, вернее, напомнить нам, всем людям, что мы здесь на земле не для того, чтобы наслаждаться благами природы, а чтобы еще и помогать природе цвести и жить полноценной жизнью. То есть мы должны оберегать природу, чтобы от нее тоже потом получать что-то прекрасное.
После посадки деревьев участников фестиваля ждал праздничный концерт. Воспитанники центра РЦДО подготовили песни, сценки и танцевальные номера. Украшением мероприятия стал гимн «Ангелы природы», написанный руководителем фестиваля Юлией Юртовой. Помимо концертной программы, организаторы мероприятия подготовили выставку рисунков и декоративных работ из бисера и бумаги. Люблю рукоделием заниматься. Я из бумажки могу цветы делать, из бисера тоже могу делать, из картона разные поделки могу делать. Я люблю рисовать. В завершении мероприятия участники фестиваля сделали памятное фото. Они надеются, что в скором времени по всей стране появится множество именных аллей, где под каждым деревом любой желающий сможет насладиться чистым воздухом и отдохнуть в тени. Мы, ангелы природы, передаем привет из солнечной Ингушетии! Дана Плиева, Рамзан Миржоев, Новости 24. Профессиональный праздник отмечают российские кондитеры. Торты, пироги, пирожные, печенье, конфеты, плюшки – спутники каждого праздничного застолья. А кто-то без пирожного не может прожить и дня. Как и во многих профессиях, связанных с ручной работой и творчеством, в профессии кондитера есть свои тонкости и секреты, передача которых кому-либо остается правом обладателя. Не случайно отдельные изделия кондитеров сравнивают с произведениями искусства. Вкусной национальной кухней может похвастаться и Ингушетия, которая не оставляет равнодушным ни одного гостя своими фирменными десертами. Это мерс-дук, то есть сладкий рис, халва, хоул и местный хворост зуакош. Но на рецепты ингушские кондитеры не скупятся и делятся ими с удовольствием. Олимпиады по физике, экономике, химии, географии, литературные конкурсы, научные конференции. Ученики первой гимназии Карабулака участие в подобных испытаниях проходят легко. Доказательством тому многочисленные трофеи в фонде школы. Накануне чествовали победителей. Об этом подробно в следующем репортаже. Стол в буквальном смысле ломится от огромного количества грамот и благодарственных писем. В гимназии номер 1 города Карабулак проходит церемония награждения победителей и призеров различных олимпиад и конкурсов. Весь педагогический коллектив переполняет гордость за своих учеников. Мне вспомнились слова: «Учителями славится Россия, ученики приносят славу ей». Вот вы на самом деле нашей гимназии приносите эту славу, за что мы, педагоги, вам бесконечно признательны и благодарны. А гордиться и правда есть чем. Только за третью четверть в Олимпиадах участвовали 1500 гимназистов. Из них около 300 человек стали победителями и призерами. Олимпиады самые разные. Юнга, Паллада, конкурс «Живая классика» и в списке почетных «Будущее Кавказа». Там было 7 республик, также были со Ставропольского края, с Чеченской республики. Участников было около 300 человек. Также по химии было очень много участников. В 10 классах, 11, 9 тоже было много участников. В этой олимпиаде участвовало 6 гимназистов, и все вернулись не с пустыми руками. Например, Алаудин Миржоев получил первое место по физике. И это не предел, уверяет мальчик. Будущее Кавказа – это престижная олимпиада, но я хочу в следующем году замахнуться на всероссийскую олимпиаду школьников. А Лилии Цицкиевой пришлось выходить на сцену не один раз. Девочка участвовала в олимпиадах по физике, экономике, химии и географии. И этот список можно продолжать еще очень долго. Лилия учится в 10 классе и в последние годы учебы хочет вписать свое имя в историю школы. Этим не объясняет свое участие в таком большом количестве олимпиад. Чтобы защищать честь своей школы, я была готова участвовать во всех олимпиадах, которые я слышала, но не везде получилось. И тем не менее, рада, что у меня получились хорошие результаты по предметам, которые для меня очень важны. Например, физика у меня было первое место. Экономика тоже для меня очень неожиданно, тоже первое место. Места призовые у меня были по географии, по русскому языку и также по химии. Но я на этом не закончила свой путь, я начала дальше участвовать в них. Пошла в республиканский тур, там у меня были призовые места по географии и по русской литературе. Радуют своими победами и первоклашки, и останавливаться на достигнутом они не собираются. Хочу, чтобы у меня была большая медаль и кубок. Первое место. Подобные мероприятия традиционные. Трофейный фонд гимназии ежегодно пополняется десятками грамот победителей и призеров различных олимпиад, конференций и конкурсов. Большая часть наград приносит в школе научное общество гимназистов.
Это большой опыт для дальнейшего поступления в вузы и вообще дальнейшей жизни. Детям это нравится, это их сильно развивает. Они ищут материал и узнают очень много нового, потому что они не только в одной теме разбираются уже, они еще другие темы разбирают. И в интернете, и в библиотеке они ищут другие источники и очень много нового узнают. В этом учебном году гимназисты намерены участвовать еще в 2 конференциях. Так что, возможно, в скором времени трофейный фонд гимназии пополнится еще не одной медалью и кубком. Зина Магушкова, Магомед Урусханов, Новости 24. Следите за новостями на канале Ингушетия и до встречи в эфире.